Согласно указу первого президента Республики Казахстан от 5 апреля 1997 года, ежегодно 31 мая страна отмечает День памяти жертв политических репрессий. 20-30-е годы 20 века вошли в историю Казахстана как годы голода и массовых сталинских репрессий. Голод 1931-1933 годов, вызванный коллективизацией, увеличением плана заготовок продовольствия, насильственного перевода на оседлый образ жизни казахов, привел к огромным жертвам. Более 1 миллиона казахов были вынуждены откочевать в сопредельные регионы и за пределы страны – Китай, Монголию, Иран, Афганистан. В Казахстане репрессии имели столь же массовый характер, как и по всей стране. Пик репрессий пришелся на 1934-1937 годы. Был физически уничтожен цвет национально-либеральной интеллигенции. Всего по так называемому делу Алаш-Орды было репрессировано 4297 человек. Из них 2062 человека расстреляны. Политическим репрессиям подверглись многие общественные и государственные деятели, выдающиеся представители казахской культуры, науки и просвещения, представители различных слоев населения, а также целые народы и этнические группы, насильственно депортированные из постоянных мест проживания. На территории Акмолинской области в 30-е и 50-е годы 20 века находился печально знаменитый Алжир, Акмолинский лагерь жен изменников Родины, Акмолинское спецотделение Карлага НКВД. Здесь отбывали свои сроки жены, родственницы видных государственных деятелей страны, военачальников, ученых, писателей, дипломатов, деятелей науки и искусства. Алжир просуществовал с 1937 по 1946 год. Ныне это административный центр Целиноградского района Аул-Акмол. В ауле Акмол открыт музейно-мемориальный комплекс памяти жертв политических репрессий и тоталитаризма «Алжир». В годы сталинского режима в Казахстан выселялись целые народы, признанные неблагонадежными. Список депортированных народов открыли корейцы, переселенные сюда в 1935-1938 годы с Дальнего Востока. Вслед за ними его дополнили западные украинцы, поляки, немцы Поволжья. В 1944 году спецпереселению подверглись ингуши, чеченцы. Насильственным переселением были нарушены права народов на их свободное развитие. Изгнание с родных мест принесло огромное страдание, вызвало гибель большого числа людей, в том числе женщин, стариков, детей, которые часто не достигали места поселения из-за трудностей путешествия, голода. В фондах Акмолинского областного историко-краеведческого музея хранятся предметы и личные вещи спецпереселенцев, представленные на выставке, а также в экспозиции зала «История Акмолинской области 20 века». Ковер настенный, килим, передан в фонд музея Суховецким Николаем Иосифовичем, жителем села Зеленый Гай Чкаловского района. Мама Николая, Ваховская Мария Павловна, 1928 года рождения, была депортирована в Казахстан, Кокшетаускую область, Чкаловский район, село Зеленый Гай, бывшая точка номер 11. В селе работала телятницей, поваром в бригаде. Килим был ей подарен родителями в приданное. Чемодан, плетеный из ивового прута, для транспортировки личных вещей и предметов. Был передан в дар сотрудникам музея в ходе историко-этнографической экспедиции в Астраханский район в 2005 году, жителям села Астраханка Фадеевой Станиславой Мартыновной. Чемодан принадлежал ее матери Ижакевич Анне Михайловне, 1916 года рождения, уроженке Хмельницкой области Западной Украины. В 1936 году семья в составе дедушки, бабушки, отца и матери была депортирована в Казахстан, в 14-ю точку, ныне село Приишимка. Чемодан был изготовлен в 30-е годы на Украине. Предметы католической религии, четки из деревянных бусин, рукописный молитвенник на польском языке, сборник католических молитв, псалмов и гимнов. Эти предметы принадлежали семьям депортированных поляков, спецпереселенцев из Западной Украины в 1936 году. Четки использовались для отчета молитв. Рукописные молитвенники писались верующими в 1950-х годах здесь, в Казахстане. Обувь спецпереселенца летняя. Подошва выточена из дерева, а верх вырезан из кирзовых сапог и прибит к подошве гвоздями и проволокой. День памяти жертв политических репрессий – важнейшая памятная дата, которую мы должны помнить, чтобы никогда не допустить повторения подобных событий и бережно хранить память о миллионах соотечественников, павших от политических репрессий.